очередной наш пункт назначения, центр окружающей среды. Здесь находится музей Гуарани и зоосад. Но он сейчас закрыт на реставрацию, так что сегодня мы посетим только музей. На входе записывают паспортные данные или номер седулы, и фамилию, имя, и все. И теперь уже мы по такой красивенной аллее с королевскими пальмами идем к самому музею. Смотри, листик от пальмы, наверное, килограмма. Где? Ага, вон. Ну, сколько он? Метров 5-7, наверное, Да, так он и весом. в длину. Если на голову упадет листик, мало не покажется. Вот он, Museo de Itaipú, Tierra Guaraní. Кибарки. Тут написано про всех животных, кто как называется. Ага. Все, кто живет в Парагвае. Что, прям так хорошо сделаны. Ну, сейчас все любители, защитники животных будут возмущаться, но что есть, то есть. Наши киски. Броненосцы. Подожди, который из них броненосец? Или это оба? Кто не знает. Вот таких попугаев Ара мы видели в Фусе, в парке птиц. Яйца заодно лежат, чтобы был понятен размер. Флора и фауна в Парагвае богатейшая. Очень много видов птиц. Цуканы. Их тоже видели уже в парке птиц. Про птичек рассказывают заодно. Ага, вот и рыбы, которые у нас живут. Верхняя справа это паку, это родственница пираньи, только она не плотоядная. Вот. Номер 3, самая большая внизу, это суруби, главный наш сом. Номер 1 слева наверху каримбата, очень костлявая. Номер 2 дорада. Ага, тут показывают, как индейцы строили хижину. Рыли ее в земле вглубь и сверху накрывали веточками. А за вспышкой нельзя, а тут он первобытный человек. Ну или не первобытный, света не хватает. И наверху крыша соломенная. Так, дом построили, теперь покажем дальше жителей наших лесов. Ой, какой хорошенький. Это же ленивец. Вот. Обезьянки. Ягуар, красавец. Да, ленивцы вон наверху. Какой-то еще грызун. Не очень красивый. И наверху птицы.
Ну, вот так охотились и добывали пищу. Какой-то он очень высокий, индейцы еще обычно пониже. Стоит. Не, я понимаю, но ноги у него такие длинные. Тут его сын. Как бы так, с какого ракурса показать, чтобы видно было, что у него добыча на плечах. Так. Мальчики на охоту, девочки собирать плоды. Ага. Это уже археологи, которые занимались раскопками. Тут у нас образцы. Посуда найденная. Ну, тут рассказывают, как жили, чем занимались индейцы. Сеяли. Что-то плоды. Ананасы. Кукуруза, клубни мандиоки, картофель, фасоль, тыква разных видов. Вот такой незатейливый быт. Тут плели корзинки, циновки. Ребенок у него сидит, обезьянка на плече. Так, идем дальше. Какие знакомые личности. Куати. Так, а мужчины плели сети и занимались рыбалкой. Такая долбленная лодка. Узенькая такая, наверное, стоя в ней можно было только передвигаться. Тут каменное орудие труда, найденное археологами. Первые датируются 10 тысяч лет до нашей эры. Набежал народ. Так. Сумочки. Каждое свое название. Сосуды тыквенные. Посуда глиняная. Уже рассказывается, какая, для чего, как называлась. И на гурани название. Молоточек. Нет, две пипа это трубка, не молоток. Горшки. А, мы такое видели. Мы сначала думали, что это большие сосуды, а потом оказалось, да, что это урны для захоронения. И вот так выглядело. Усопшего туда укладывали. А потом на костер варили, что ли? Похоронная урна. Показывают процесс захоронения. Так, стрелы, копья, луки. О, прям наверху вообще огромный лук. Уже все с названиями расписано. Молодая пара приглашает нас в свое скромное жилище. А может и не скромное.
А тут уже показывают, рассказывают про колонизацию с 16 по 20 век. То есть уже когда пришли испанцы. Ага. Уже стали обращать в христианство, приодели. Раскопки тех времен. Деревянные инструменты большие. Бабочки, жучки-паучки. О, кстати, немножко живности, которая тут обитает. Такие здоровенные жуки. Змейка. О, обезьяна. А это тапир. Мойзес Бертони, швейцарский иммигрант, который приехал в Парагвай и сделал очень много для развития сельского хозяйства. Это лишь малая часть видов бабочек, которые обитают в Парагвае. О, с таким бы не хотелось встретиться. Какие они огромные.